Здравствуйте! В эфире телеканала НТС «Новости», в студии Елена Яковлева. Омурбек Бабанов был вынужден отменить свой прилет в Кыргызстан. Видеозаявление он разместил накануне на своей странице в социальной сети Facebook. Прилететь в Кыргызстан он должен был вчера в 14 часов 50 минут по местному времени. Находясь в аэропорту Шереметьево, он обратился к кыргызстанцам через журналистов и в интервью объяснил, почему он предпринял такое решение. По словам Омурбека Бабанова, буквально в ночь перед вылетом он узнал из штаба своих соратников, что во время митинга, на котором его близкие, родные и сторонники собирались его встретить, будут организованы провокации. Что не связанные с ним политические движения хотят дестабилизировать ситуацию. Омурбек Бабанов отметил, что не позволит использовать поддерживающих его кыргызстанцев в чьей-то чужой игре. Он отметил, что собирается приехать спокойно. Однако этим решением решили воспользоваться третьей силы. Омурбек Бабанов подчеркнул, что, как и прежде, у него нет цели набрать политические баллы. Находясь 1,5 года на чужбине, он отметил, что соскучился по родной земле и своим родным. Однако тот сценарий, который готовили посторонние, могли привести к плачевным последствиям. В этой связи, подчеркнул Омурбек Бабанов, он попросил отменить все собрания, встречи, на которые собирались прийти его сторонники в целях безопасности всех кыргызстанцев. Он добавил, что его близкие как трудились, так и будут трудиться на благо республики. А в страну Омурбек Бабанов прилетит в ближайшие дни. Дорогие кыргызстанцы, сейчас 13 апреля, 7 часов утра я нахожусь возле аэропорта вместе с журналистами, которые приехали меня поддержать, сопровождать. Я всю ночь получал звонки со своих штабов, что тот митинг, который вы ради поддержки меня запланировали мирный, праздничный, что там готовятся от третьих сил большие провокации. Вы знаете, что отсутствие 1,5 года меня в Кыргызстане, это в первую очередь было связано только с тем, чтобы в Кыргызстане была спокойно и стабильность. Для меня это не высокопарные слова. И в связи с этим, дорогие кыргызстанцы, я принял очень тяжелое решение. Я благодарю вас всех и до конца своей жизни буду делать все, чтобы постараться изменить вашу жизнь к лучшему. Это главная моя цель в жизни. Я всего лишь хочу спокойно вернуться на свою родину. Хочу каждому из вас встретиться, поговорить, обнять. Хочу надышаться воздухом своей родины. Вот это была главная моя цель – возвращение на родину. Но я ни в коем случае не позволю третьим силам использовать вашу поддержку в виде провокации. Ни одна политическая цель, никакие политические амбиции не стоят ни капли крови. Я не говорю уже о жизни людей. Поэтому я для себя принял решение очень тяжелое. И прошу вас меня правильно понять. Прошу сегодняшние мирные митинги отменить. Я безмерно благодарен вам, дорогие мои кыргызстанцы. Даст Бог, в ближайшее время я приеду в Кыргызстан. И мы обязательно вместе с вами реализуем. Наша задача, чтобы в Кыргызстане была стабильность, чтобы в Кыргызстане было спокойно, чтобы мы спокойно поднимали Кыргызстан. Я прошу, если я чьи-то надежды не оправдал, кого-то разочаровал, прошу меня понять и простить. История рассудит, история даст оценку моим поступкам, моему шагу.
Но лучше я пожертвую своим именем, чем я создам какие-то условия третьим силам, которые будут представлять какую-то угрозу вашей жизни. Я этого никогда не хотел, я этого никогда не допущу. Я абсолютно уверен, даст Бог, в ближайшее время я спокойно вернусь на родину. И мы обязательно с вами увидимся. Я безмерно вам благодарен за вашу поддержку. Это огромная сила, это огромный дух и моя жизненная энергия, ваша поддержка. Прошу меня понять. До скорой встречи. Спасибо огромное. В момент, когда Омурбек Бабанов принимал это непростое для него решение, получив новости из Кыргызстана, рядом с ним находились журналисты не только телекомпании НТС, но и сотрудники издания «Супер KG». Они стали свидетелями того, как нелегко пришлось Омурбеку Бабанову в последний момент отказываться от своего намерения вернуться домой. Переговоры с Бишкеком длились до самого утра. И уже находясь в самом аэропорту Шереметьево, Омурбек Бабанов после очередного телефонного разговора обратился к журналистам с просьбой записать его обращение. Он отметил, что на кону стоял вопрос безопасности не только его сторонников, но и многих кыргызстанцев, которые намеревались прийти на площадь, чтобы увидеть и пообщаться с ним. Варианта было только два – вернуться и подвергнуть опасности людей, ждущих его, или на время перенести свое возвращение. Чтобы не дать провокаторам шанса дестабилизировать ситуацию, Омурбек Бабанов решил пока не возвращаться, чтобы сохранить спокойствие в стране. Как это происходило, расскажет Азиат Джикшеев. Мы сейчас находимся в городе Москва. Сюда вчера ночью прибыли наши отечественные журналисты, чтобы проводить, можно сказать, Омурбека Бабанова на родину. Причиной этому было его недавнее объявление о том, что он возвращается на родину. Естественно, это сопровождалось тем, что в Кыргызстане почти во всех областях люди хотели выйти на мирный митинг, таким образом встретить Омурбека Бабанова. К сожалению, пока муссировалась эта тема, в нашей стране были разговоры также о возможных провокациях во время этих мирных митингов, поэтому Омурбек Бабанов, можно сказать, уже при взлете принял такое решение выбрать мирный путь, то есть не давать повода для провокаций, и таким образом сохранить стабильность в нашей стране. Для нас тоже пока остается загадкой, когда он точно все-таки приедет, возвратится в Кыргызстан. Но, тем не менее, он в своем обращении рассказывает о том, что не может допустить провокации со стороны кого-либо и дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. Я являюсь журналистом Супер KG. Приехала специально для того, чтобы сделать материал о том, как бывший депутат Жогорку Кеңеша Омурбек Бабанов спустя 1,5 года возвращается в страну. В самом начале мы планировали записать все его эмоции, рассказать о его планах и вообще показать сам процесс прилета из Москвы в Бишкек. По плану мы должны были вместе вернуться в Кыргызстан сегодня, но утром ситуация уже изменилась. Омурбеку Токтогуловичу рассказали о готовящихся провокациях в стране, о третьих силах, которые были заинтересованы в дестабилизации ситуации. И он принял для себя нелегкое решение. Омурбек Бабанов решил не улетать. При этом он так и сказал, что готов понести всю ответственность сказанных им слов, так как понимал, как могут растолковать его слова в Кыргызстане. Если бы я была там, в Кыргызстане, сидела в офисе и готовила новости там, в стране, то я тоже подумала бы так же, как пишут в соцсетях интернет-пользователи. Мол, испугался и подвел своих избирателей, мол, они ждали и так далее. Но я была здесь и все видела своими глазами. Почему он принял такое решение? Если из-за меня задержат даже 2 или 3 человек, то я себя буду чувствовать виноватым. Не буду подвергать их опасности, сказал он. И я видела его эмоции тогда. Он выбрал мир в стране, и я этому живой свидетель. Подтверждение этой информации поступило из МВД. О возможных провокациях, которые готовились в столице со стороны деструктивных политических сил, официально сообщили правоохранительные структуры. Пресс-служба уже с самого утра накануне стала распространять предупреждение, что в ходе запланированных мирных собраний заранее подготовленные люди намеревались затеять конфликт. Ведомство получило об этом оперативные данные и предостерегло граждан от вовлечения в возможные беспорядки.
Правоохранительные органы республики официально заявляют, что МВД располагает оперативными данными, что деструктивные политические силы намеревались и, возможно, еще попытаются дестабилизировать ситуацию и спровоцировать митингующих. В правоохранительных органах напомнили, ранее было заявлено, что в столице пройдет мирное собрание. Друзья и соратники Омурбека Бабанова планировали провести встречу по случаю его прилета в страну. Со своей стороны МВД оповещает, что будет принимать необходимые меры и проводить координированные действия для обеспечения общественного порядка, в том числе в целях определения факторов риска во избежание провокаций и недопущения возникновения угрозы безопасности граждан. С учетом сложившихся обстоятельств организаторы встречи Омурбека Бабанова сразу же официально заявили об отмене этих собраний. Причем не только в Бишкеке, на Старой площади, но и в других городах, в Таласе, в Каракуле и прочих. Они оперативно оповестили об этом всех приглашенных. В партию «Республика», представители которой как раз и были инициаторами этих долгожданных свиданий граждан с Омурбеком Бабановым, заявили, что также располагали сведениями об угрозах и ни в коем случае не готовы были подставлять своих сторонников под удар. Все это они изложили в своем специальном обращении от имени Политобъединения. Дорогие кыргызстанцы, мы все стали свидетелями накаленной политической ситуации после заявления о возвращении в Кыргызстан экс-кандидата в президенты, государственного политического и общественного деятеля Омурбека Бабанова. Несмотря на мирный и созидательный характер запланированных встреч с ним, которые должны были пройти под лозунгами единства, справедливости и развития, были предприняты разного рода препятствия и провокации. В ночь с 12 на 13 апреля мы получили многочисленные сообщения о готовящихся беспорядках и провокациях со стороны разных заинтересованных сторон. Разные источники, в том числе и правоохранительные органы, общественные и политические деятели подтвердили, что эти провокации несут в себе угрозу жизни и безопасности участников встреч и жителей нашей страны. Мы передали всю информацию Омурбеку Бабанову, который, находясь в зале вылета аэропорта Шереметьево в Москве, принял сегодня непростое для себя и для всех своих сторонников решение. В очередной раз Омурбек Бабанов после длительных обсуждений выбрал единственно возможное в этой ситуации решение и поставил превыше личных интересов единство, мир, безопасность сограждан и Кыргызстана. После этого Омурбек Бабанов согласился с нами и решил не выходить на запланированные с нашей стороны мирные митинги. Уважаемые кыргызстанцы, политическая партия «Республика», основанная Омурбеком Бабановым в 2010 году, всегда выбирала путь созидания, единства и законности. Так же, как и наш лидер, мы ставим свободу, жизнь и интересы граждан превыше любых политических целей. Мы поддерживаем решение Омурбека Бабанова об отмене сегодняшнего вылета и полностью понимаем всю сложность принятия такого решения. Мы также понимаем эмоциональное состояние всех кыргызстанцев и верим, что история даст правильную оценку этим событиям. Мы верим и ждем Омурбека Бабанова в Кыргызстане в самое ближайшее время. Хотели бы выразить искреннюю благодарность многочисленным нашим сторонникам за постоянную поддержку и готовность продвигать и защищать свободу, справедливость, единство народа и надежду на процветание. Ни власть, никакие блага не стоят единства, стабильности и мира в стране. С уважением, политическая партия «Республика», 13 апреля 2019 год. Благополучие народа важнее личных интересов. Жители Таласа, где также граждане собирались принять участие в мирном митинге, здраво отозвались на решение Омурбека Бабанова перенести прилет. По их словам, таким образом он сумел помешать планам определенных лиц. В своих словах он отметил, что ему важнее безопасность его сторонников. 1,5 года он провел за пределами страны и по-прежнему не ставит своей целью переводить все, что касается его, в политическую плоскость. Приезд в запланированный день и час, когда такой колоссальный количество людей должно было собраться в одном месте, мог быть чреват последствиями. Омурбек Токтагулович выразил свое мнение в аэропорту перед вылетом, остановив свой выбор на том, чтобы не приезжать. Он также объяснил свою позицию. Со вчерашнего дня поступала информация из разных источников, что вторые и третьи силы хотят к нам присоединиться и организовать что-то. Омурбек Токтагулович все рассмотрел и принял решение отменить свой приезд. Первая причина – я думаю, что в Кыргызстане те люди, которые 1,5 года придерживались стабильности, хотят воспользоваться моментом и обвинить во всем Омурбека Токтагуловича. И чтобы этого не произошло, он не приехал. Я думаю, все это правильно понимают однопартийцы и сторонники. Мы не должны думать о собственных интересах. Нам нужен мир и спокойствие. Так как Омурбек Токтагулович хочет, чтобы был мир и спокойствие, мы хотели устроить мирную акцию, все ждали его. Но в связи со сложившейся ситуацией он приостановил свой приезд, так как изначально хочет мира и спокойствия. Третьи силы могли воспользоваться ситуацией и организовать что-то. Чтобы этого не
произошло, мы все отменили. Омурбек Токтагулович молодец, что принял такое решение. Столько добра он сделал людям. Надеюсь, общественность поймет его правильно. Раз уж дается добро на такие провокационные действия, мы приостановили организацию мирной встречи. К 2 часам с разных районов должны были приехать люди. Сейчас мы со всеми созваниваемся и объясняем, так как мирный митинг, возможно, может закончиться провокацией. Решение Омурбека Бабанова отложить свое возвращение в Кыргызстан при сложившихся опасных обстоятельствах прокомментировал Камчибек Ташиев. Он также подтвердил, что были риски для сторонников Бабанова быть использованными в чужих планах. Дестабилизация могла случиться, виноватыми бы были выставлены невиновные, не имеющие отношения к случайным беспорядкам. На своей страничке в Фейсбуке лидер партии Атаджурт сообщил, что решение, принятое Омурбеком Бабановым, было своевременным, и он, как и раньше, поддерживает Бабанова. Напомним, незадолго до этих событий Камчибек Ташиев встречался с Омурбеком Бабановым в Москве. Правильно сделал. Когда я был в Москве, мы с Омурбеком встречались только один раз. Тогда он сам хотел приехать. У него были чистые намерения. «Я приеду, чтобы доказать свою невиновность», — говорил он. Я слышал эти слова и поддержал его решение. После я не встречался ни с кем из его штаба и не обсуждал организационные вопросы. Затем я услышал, что будет собираться народ. Возможно, он все это видел и решил не рисковать спокойствием народа. Даже во вред себе он думал о народе, стране. Возможно, это самое трудное решение в жизни Омуке, но оно верное. И я поддерживаю. Он правильно поступил. Бывшие коллеги Омурбека Бабанова по депутатскому корпусу также решили высказаться по случаю его решения не возвращаться в страну. Все это время сторонники Омурбека Бабанова из штаба следили за тем, как развивается ситуация, и собрали достаточно информации о том, что во время встреч Бабанова с гражданами будут работать подстрекатели, целью которых было привести к столкновениям и, как следствие, к беспорядкам. Я внимательно проследил его обращение. И я думаю, это очень был взвешенный и правильный шаг. Была информация о том, что готовятся какие-то провокации со стороны третьих сил. Конечно, этого нельзя было никак допустить. Я думаю, на первом месте всегда должна быть эта стабильность в стране, это порядок, законность. И, естественно, на первом месте должна быть жизнь и здоровье наших граждан. Не пройдет много времени, и я думаю, он должен был вернуться в Кыргызстан. То есть он высказал твердое намерение вернуться. Просто вот, подготовительные сегодня мероприятия были связаны с рисками, как я уже сказал, с рисками. И, естественно, он принял решение. Конечно, это решение было очень трудным, но он принял это решение. Основания были вескими, и Омурбек Бабанов принял верное решение. В силу наличия очевидной угрозы дестабилизации, по мнению некоторых общественных деятелей, гражданам должно быть понятно, с какой стороны готовились провокационные шаги. И намерение отказаться возвращаться в страну, можно сказать, спасло с трудом поддерживаемую стабильность от возможных колебаний и, может быть, даже жизни людей. Провокации могут получиться с самой неожиданной стороны. Вот эта гипотетическая третья сила, она позавчера уже показала, так сказать, свою суть. Они выражены через социальные сети, через разговоров, значит, людей. То, что он сегодня принял вот такое непростое для себя решение, я считаю, было абсолютно правильным. Он нужен, Омурбек Токтагулович, для Кыргызстана, для решения насущных проблем, скажем, будем говорить, производства и экономики. Омурбек Бабанов правильно сделал. Ситуацией могли воспользоваться третьи силы, и они могли устроить провокацию. Он же сказал, что для него прежде всего важно здоровье и единство кыргызского народа. И он не допустит дестабилизации в стране. Омурбек Бабанов не хотел подставлять кыргызстанцев, поэтому принял такое решение. Отменить митинги по всей стране. И еще одна деталь. Он сказал, что скоро вернется, в ближайшее время, что соскучился по своей родине. Значит, так и будет. Но сейчас не время. Он, я считаю, правильно поступил. Конечно, любой гражданин Кыргызской республики имеет право участвовать в политической жизни, в общественной жизни, собирать народ, настаивать свое мнение, агитировать и так далее. Никто не исключает, что могут быть провокационно разные третьи силы будут задействованы в этом. И не дай бог, чтобы было как в 10-м, как в 5-м годах кровопролитие или там еще мародерство или еще какие-то беспорядки. Соответственно, он для будущей страны, для спокойствия, для стабильности, я считаю, правильное решение принял.
Разумный шаг человека, осознающего свою ответственность за жизни людей и судьбу страны. Несмотря на некоторое сожаление, жители столицы посчитали, что, отказавшись от приезда на родину в нынешней непростой ситуации, Омурбек Бабанов показал, что готов пожертвовать своей репутацией и на первое место снова поставил благополучие и спокойствие граждан. Конечно, лучше не провоцировать. Правильно, я думаю, тогда. Что правильно? Ну, что он не прилетел, чтобы тут бучи никакой не было. Зачем эти всякие беспорядки? Я думаю, не нужны они. Мудро. Любя народ, он постарался избежать неприятностей для народа. Я думаю, мудро. Естественно, правильное решение. Если мы говорим о народе, и этот человек собирается про народ что-то говорить, беспокоиться о народе, значит, лучше подождать и понять, когда это нужно сделать. Ну, я думаю, что он человек, как сказать, политик, поэтому он думает не только о себе, и о народе. Переживать, мне кажется, это правильно. То, что он так о народе думает, как бы не только о себе. Ну, если так посмотреть, то да. Потому что у нас же всегда вот эти революции всегда в апреле, всегда весной происходят. Да, возможно, что-то возможно произошло бы. Конечно, правильно. Я вообще из России приехала, чтобы мир, конечно, был в Киргизии, чтобы экономика развивалась, чтобы политические деятели думали не о своих рейтингах, а о народе думали, конечно. Наверное, правильно. Ну почему? Как почему? Спокойствие людей – это основное. Правильно, что не приехал. Я понимаю, почему он так решил. Понятно же еще со вчера стало, что планируют учинить во время этих встреч. Точно были бы и беспорядки, и не дай бог мародерство. А так все обошлось. Я думаю, что это решение было принято только из-за опасений. Глубоко понимающие люди все восприняли как надо и нисколько не осуждают его за это решение. Подобные же мнения люди публиковали в интернете. Многие граждане написали, что даже не удивлены тем, что некоторые не связанные с Омурбеком Бабановым силы планировали вмешательство в его приезд. Граждане сделали вывод, что Бабанову в который раз пришлось пожертвовать своей репутацией, чтобы не позволить втянуть в чужие игры своих сторонников и земляков. Под публикациями в интернете пользователи оставляли свои комментарии. Они были разного характера и содержания, но в их числе было очень много тех, кто посчитал это решение правильным в связи со сложившимися обстоятельствами. Вот что писали люди о решении Омурбека Бабанова. Не дали ему возможность. Жаль, судьба человека не игрушка. То, что делают они, нечеловечно. Все правильно сделал. Ходят слухи, что здесь запланировали бойню, подготовили провокаторов, спецтехнику и гарнизон. Мы с вами, Омурбек Токтагулович, и встретим вас. Правильное решение. Вы доказали всем, что вы мудрейший человек нашего Кыргызстана. Для вас было тяжелое, нелегкое решение. Я думаю, вы сделали правильно в данной ситуации. Дай бог, вы обязательно будете в Кыргызстане. Успехов и сил. Умничка, самый мудрый, созидательный. Прежде всего, мир в стране. Все верно. Придет время, вы вернетесь. Все будет благословенно. Еще больше уважаем и ценим. Возвращение – это вопрос только времени, но оно будет. Всех благ. Пожалуй, трудно осознавать, что человек, которого ждали всем народом, не смог приехать. Но тому есть веские причины. Ставить свое имя и репутацию под удар и признаться в этом сможет только сильный и мудрый человек. Омурбек Токтагулович, мы с вами. Уважаемый Омурбек Токтагулович, вы приняли очень трудное, но разумное решение. Верю, что вы вернетесь на родину и будете служить своему народу. Правильно сделали, а то уже такое нагнетание пошло. Митинги не нужны. Жаль, конечно, но это непростое решение. Правильное. Наверное, пока не время. А у провокаторов сегодня облом. Уважаемый Омурбек Токтагулович, мы всем сердцем с вами. Правильное решение. Но зачем здоровье подрывать, доказывать? А вы должны быть выше всего. Придет время, и народ поймет, кто есть кто. Просто жалко. Время проходит, годы тоже, а изменений никаких. Эти третьи силы просто смешно. Какие они жулики и аферисты. На этом у нас все. Я прощаюсь с вами. До свидания.